следующем году, впервые за 7 лет после принятия закона об оленеводстве, в Коми может быть решена проблема использования пастбищ. Об этом пишет сегодняшний номер «Российской газеты». На постановку земель на кадастровый учет Минприроды заложит 14,5 миллионов рублей. Сейчас в нашем регионе оленеводством занимаются 5 хозяйств. Ни у одного из них нет договоров аренды на территории под выпас животных. Вот и получается, фактически пасут оленеводы свои стада нелегально. Их, конечно, не штрафуют, но и полноправными хозяевами пастухи себя не чувствуют. Этим пользуются кочевники из-за Урала. Они считают земли ничьими, поэтому и перемещаются как хотят. Они претендуют на все остальные. Вот они как бы считаются, и вот даже между собой на разговоры идут, что это свободные земли, надо их забрать. Для НАО. Это такой вообще серьезный вопрос. Войной может кончиться, ничего хорошего это не приведет, конечно. Я так считаю, что это между регионами как бы должен вопрос как-то согласовать и решиться, потому что вот эта дискриминация, что коми, оленеводы не относятся к малым народностям, а Ямало, Ненецкие, они относятся к малым народам, они имеют преимущественное право. И вот если выставляется на торги, они вообще могут без торгов получать земли. Усинское общество «Северное» имеет самое большое в Коми стадо, около 20 тысяч голов. Компания оформила в аренду на 25 лет в Ненецком округе 500 гектаров, а в родной республике официально не располагает ни одним гектаром. Еще одна проблема, которая требует срочного вмешательства государства – передвижение техники по оленям пастбищам. Республиканский закон для проезда требует оформить специальное разрешение. Однако порядок его выдачи не устанавливает, поэтому никто за ним и не обращается.